Это новости экономики, в студии Иван Лазаренко. Сбербанк России после утечки данных существенно изменит систему защиты от внутренних проникновений в систему, сообщил глава Сбербанка Герман Греф. Самая большая проблема – это и уязвимость изнутри, когда сотрудники, которые должны защищать, они создают систему, они, конечно же, знают все уязвимости, и они могут этим воспользоваться. Сейчас перед нами встала совершенно другая задача – как защититься от этого, сказал Греф. По его словам, к сожалению, в мире, наверное, самая большая проблема. Утечки бывают даже из таких организаций, как ЦРУ, отметил Греф. По его мнению, с угрозами надо бороться совместно участникам рынка, регулятору, сотовым операторам и другим сторонам процесса. По мнению топ-менеджера, Сбербанк, как крупнейший банк, должен быть активным участником этого процесса. Отмечая рост угрозы кибербезопасности, председатель Центробанка Эльвира Набиуллина заявила, что Банк России обсудит с участниками рынка ужесточение ответственности за киберпреступления. Тем временем комиссии при переводе денег между российскими регионами в рамках одного банка должны быть устранены. С таким заявлением выступил премьер-министр России Дмитрий Медведев. Глава правительства назвал нынешнюю ситуацию недопустимой. По мнению Медведева, этот вопрос касается почти каждого человека в стране. Премьер-министр указал, что банки зачастую пытаются получить дополнительное вознаграждение за обычные процедуры, которые, по его словам, не несут никакой финансовой нагрузки. Изменения в этот закон должны позволить избавить граждан от так называемого банковского роуминга, заключил он. Страна у нас большая, но с точки зрения такого рода электронных транзакций это абсолютно никакой разницы не имеет и никак не сказывается даже на затратах. С начала текущего года, напомню, в России заработала система быстрых платежей. В ее рамках физлица могут быстро совершать мгновенные платежи, например, по номеру телефона между банками. Оператором системы выступает Центробанк. В начале апреля стало известно, что регулятор разрабатывает идею использовать систему для перевода зарплат. Правительство одобрило законопроект о совершенствовании государственной кадастровой оценки, сообщает Росреестр. По словам руководителя ведомства Виктории Абрамченко, в документе применен принцип «любое исправление в пользу правообладателя». Если в результате исправления ошибки стоимость уменьшилась, такая стоимость применяется ретроспективно с даты применения ошибочной стоимости. А если увеличилась, с нового налогового периода, пояснила Абрамченко. Законопроект изменяет механизм внесудебной оценки кадастровой стоимости. Сейчас заявление об оспаривании кадастровой стоимости принимают комиссии по рассмотрению споров, но они фактически не несут ответственности за принимаемые ими решения. Теперь рассматривать споры будут региональные бюджетные учреждения. Законопроектом устанавливается персональная ответственность директоров таких учреждений за качество кадастровой оценки. Пенсионный фонд России ожидает увеличения размера страховых пенсий по старости в 2020 году на 1000 рублей до 16,5 тысяч. Об этом рассказал глава ведомства Антон Дроздов. Индексация в 2020 году заложена на уровне 6,6%, в 2021 – 6,3%, в 2022 – 5,9%. Таким образом, в 2022 году пенсия вырастет до 18 300 рублей. Дроздов заметил, что инфляция в текущем году ожидается на уровне 3,8%, а далее, согласно прогнозам, 3% в 2020 году и по 4% в 2021 и 2022 годах. То есть страховая пенсия по старости будет расти быстрее инфляции. Также с 1 апреля 2020 года ожидается повышение на 7% пенсий по государственному пенсионному обеспечению, большая часть из которых приходится на социальные пенсии. После увеличения в 2020 году размер пенсии составит 10 320 рублей, что на 5% выше прожиточного минимума пенсионера. Дроздов добавил, что индексация пенсий в 2020 году затронет 15 миллионов человек и дополнительно потребует 423 миллиарда рублей. На этом у меня все. Оставайтесь в курсе экономических событий на Якутия-24.